группа межведомственная, в которой вошло довольно много федеральных ведомств, которые занимаются данной проблематикой. Ну и также мы включили 26 регионов, в которых у нас проживают коренные малочисленные народы Севера. Нам очень важно, конечно, услышать проблемы, что называется, с мест. Поэтому хотелось бы послушать действительно такую проблематику содержательную. Ну и приглашаем всех к нашей работе совместно. У нас есть возможность подключить всех желающих к обсуждению. Для нас очень важно сейчас, знаете, сконцентрироваться на решении конкретных проблем. Поэтому я бы хотела, если возможно, услышать сегодня от вас какие-то такие принципиальные вещи, которые нам позволят получше разобраться в вопросах развития данной тематики. Спасибо большое. Спасибо. Еще раз поприветствую участников. Ну и сейчас у нас уже давно работает Институт якутской культуры и народов Северо-Востока Российской Федерации. И сейчас я хочу дать слово Георгию Григорьевичу Таратоеву, это директор института, который по этому направлению полностью работает. Георгий Григорьевич, пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники круглого стола, дорогие гости. Я всех вас приветствую на земле Лонхо. Наш университет проводит масштабную работу по сохранению и развитию языков коренных народов Якутии. Якутов, эвенов, эвенков, юкагиров, долган, чукчи. Все эти языки по экспертному заключению ЮНЕСКО занесены в атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения. Институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации создан в 2010 году. На данный момент в институте функционирует 8 кафедр, где плодотворно трудятся 79 штатных преподавателей, в том числе 12 докторов наук, 45 кандидатов наук. Контингент обучающихся составляет около 900 студентов. Кафедра северной филологии образована в 1991 году. В следующем году мы отмечаем 30-летие кафедры. За этот промежуток времени кафедра подготовила около 400 специалистов. Они сейчас работают в образовательных, научных, культурных учреждениях и организациях республики, а также в других регионах Дальневосточного федерального округа. Среди них ученые, педагоги, журналисты, работники высшей школы. Кафедра северной филологии готовит кадры по 2 направлениям бакалавриата. Это филология, отечественная филология, эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский, долганский языки и литература и педагогическое образование с 2 профилями подготовки. Родной язык, литература коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и начальное образование. По этим 2 программам у нас обучаются всего 68 студентов. В планах кафедры открытие новых магистерских программ по направлениям педагогическое образование и филология. Профессорско-преподавательский состав кафедры состоит из 10 человек, 7 сотрудников работают на постоянной основе, 3 в качестве внешних совместителей. Мы привлекаем к образовательной деятельности научных сотрудников Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Северо-Сибирского отделения РАН. Кафедра северной филологии ведет тематическую сеть Arctic Lingua в Университете Арктики. Также сотрудники кафедры участвуют в организации Северо-Восточной олимпиады школьников, в программе которой 5 языков коренных народов республики. Здесь участвуют школьники из других регионов России, где проживают северные народы. Кафедра выступает организатором многих научных конференций, инициатором разных конкурсов, фестивалей и других мероприятий. За 10 лет опубликовано около 20 монографий, учебных пособий, электронных образовательных ресурсов, сборников научных трудов. Наш институт является центром подготовки учителей родных языков на северо-востоке нашей страны. Здесь созданы все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов, филологов и педагогов. В нашем институте прошли обучение студенты из Чукотского автономного округа, Хабаровского края и Красноярского края. Мы считаем, что Республика Саха – это сокровищница живых северных языков. У меня одно предложение, которое может решить на своем уровне Министерство просвещения
Российской Федерации. В целях поднятия престижа учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера необходимо предусмотреть федеральное финансирование в виде доплаты к заработной плате, хотя бы повышение оклада на 15%, так как учителя родных языков проводят в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера колоссальную работу по пропаганде и популяризации языков и культуры. От их подвижнической и просветительской деятельности зависит возрождение языков, этнических культур коренных народов Севера. Я без преувеличения могу сказать, что на них ложится огромная ответственность за будущее своего народа. Дорогие гости, сегодня вы услышите выступления наших выпускников, учителей родных языков. И я надеюсь, что вы за эти 2 рабочих дня узнаете много интересного и почерпнете конструктивные и перспективные идеи по сохранению языков и культуры коренных народов России. И, конечно же, возьмете их на вооружение. Спасибо за внимание. Махтат. Спасибо, Юрий Григорьевич. Следующее слово я хочу представить директору экспериментального школы-интерната «Арктика» с углубленным изучением предметов гуманитарно-культурного профиля, город Нерюнгри. Мария Николаевна Руфова, пожалуйста. Добрый день, дорогие участники круглого стола. Вас приветствует Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Саха-Якутия, экспериментальная школа-интернат с углубленным изучением предметов гуманитарно-культурологического профиля. Мендо Гиркел, Нерюнгри Болохтун. Наша школа функционирует с 1999 года. Мы действительно гордимся нашими педагогами, учениками. За 24 года, почти за 25 лет существования нашей замечательной школы прошли обучение дети из мест компактного проживания. Это дети, это эвенки, эвены, юкагиры, чукчи, долганы. Но не только из Республики Саха-Якутия. У нас обучаются дети и из регионов Российской Федерации. Это из Амурской области, Хабаровского края, из Республики Бурятия, Чукотского автономного округа. Я хочу с удовольствием познакомить вас, хотя нам дается немного времени, познакомить вас с нашими замечательными учителями, новаторами, патриотами своего родного края. Действительно, трансляторами родной культуры, языка, традиций. Рядом со мной сидит Клавдия Иннокентьевна Макарова, заслуженный учитель Российской Федерации, почетный гражданин муниципального образования Нерюнгринский район. Человек действительно с большой буквы, педагог. Если сказать, признаться, она моя учительница, учила меня еще в начальном звене родному нерюнгринскому языку. Клавдия Иннокентьевна, пожалуйста. Здорово, Мендо Гиркел, би алабомне таткипту Арктика. Эйткан бесун дургучандигам он вот таткипту Арктика хавалдерам. Языковая среда в школах Арктики малочисленных народов утеряна. Дети приезжают к нам в школу без знания родного языка, но с большим желанием изучить его. Поэтому основная миссия нашей школы определяется как формирование этнокультурной среды и положительная мотивация к изучению родных языков. Приехав в школу Арктика, наши дети окунаются в этнокультурную среду, где приобщаются к традициям народов Севера. Уникальный микросоциум, созданный усилиями педагогического коллектива, имитирует архаичный образ жизни коренных народов Севера, как то общинное самоуправление, цикл традиционных обрядов и праздников. Вот это и определяет мотивацию к изучению языка и этнической культуры. Изучение языка строится в направлении от слушания и говорения к чтению и письму. Перед учителями стоит непростая задача – научить ребенка навыкам разговорной речи, так как ученик, владеющий языком, легче усваивает грамматические правила и языковые тонкости. Для формирования этнической информационно-образовательной среды
Учителя ведут исследовательскую работу по созданию инновационных учебно-методических комплексов, авторских образовательных электронных пособий на родном языке, видеопособий этнокультурного содержания, что позволяет сделать урок не только современный, но и поднять его на более высокий качественный уровень. Отрадным является то, что наши ученики являются тоже создателями учебных пособий. Продуктами совместной творческой деятельности становятся сборники сочинений, стихов, музыкальные сочинения, видеофильмы, видеоролики, диск-уроки родных языков, электронные учебные пособия, тесты по эвенкийской литературе. Результативность использования современных образовательных технологий наглядно демонстрирует результаты компетенции учеников выпускных классов в ходе итоговой аттестации и повышения положительной мотивации в изучении языка и культуры. Например, первое – выбор сдачи ЕГЭ по родному языку. Второе – увеличивается количество выпускников, желающих продолжать изучение родных языков и этнокультуры в вузах страны. Третье. Ученики школы «Арктика» в течение многих лет защищают честь Нерюнгринского района и Республики Саха-Якутия на республиканских международных олимпиадах. Например, в сентябре 2020 года наши ученики в 7-й раз приняли участие в международной олимпиаде эвенков России и Арачонов Китая в городе Благовещенске онлайн. Опыт работы педколлектива по теме формирования этнокультурной среды в школе «Арктика» был обобщен и получил высокую оценку на 6-й олимпиаде по языку, культуре эвенков России Арачонов Китая в октябре 2019 года в городе Хэйхэ и в 3-й международной междисциплинарной Тунгусской конференции в июне 2019 года в городе Благовещенске. И все это способствует формированию мотивации к процессу познания, самопознания, самоидентификации. Несомненно, современная действительность диктует свои жизненные приоритеты. Но мы знаем, что наши ученики и после окончания школы «Арктика» останутся активными носителями этнических традиций своих народов. Спасибо за внимание. Спасибо, Клавдия Никитична. Хочу слово передать заместителю директора по учебной работе Антонине Моисеевне Ивановой. Здравствуйте всем, уважаемые коллеги. Если говорить о учебно-образовательном процессе, ну, в общем-то, за эти 20 лет нашу школу закончили, в нашей школе прошли обучение более 1500 детей. Так, и свыше 30 детей, выпускников, закончили нашу школу с золотой и серебряной медалью. Имея такой богатый опыт, конечно, наши ребята участвуют в различных олимпиадах, в различных конкурсных мероприятиях, обучаются в вузах, в престижных вузах нашей Центральной России, Москвы, Санкт-Петербурга и также, конечно, Дальнего Востока. Если мы говорим, имея очень хорошее сотрудничество с нашими ведущими вузами, РГПУ имени Герцена, Институт народов Севера, значит, профильными кафедрами Бурятского госуниверситета, значит, нашего родного Северо-Восточного федерального университета. Отрадно, что наши выпускники пополняют ряды педагогов по родным языкам, культуре родных и литературе родных языков. Более того, значит, признанием достижений инновационной деятельности нашей школы, значит, является то, что наша школа является победителем гранта президента республики, президента Российской Федерации и главы нашей республики. И в 2012 году наша школа вошла в сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО. В 2016 году, значит, наша школа вступила в ассоциацию Северо-Восточный университетский образовательный округ. Конечно, это дает возможность более тесной связи с нашими коллегами из университета и при подготовке к ЕГЭ, к ОГЭ, а также, значит, олимпиадам и другим образовательным проектам. Так, ну а в этом году, 29 сентября текущего года, состоялось еще одно значимое событие в истории нашей школы. На базе нашей школы открыт Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Новые просторные кабинеты с новым оборудованием 3D-принтера,
значит, VR-шлема, так, значит, по робототехнике и другим, значит, предметным областям дают возможность нашим детям развивать и техническую сторону. И мы уверены, что деятельность такого центра в индустриальном сердце Южно-Якутского региона сыграет значимую роль для подготовки кадров из числа представителей коренных малочисленных народов Севера. Ну и вкратце все. Спасибо, Андрея Моисеевна. С особым удовольствием я хочу дать слово Вере Вячеславовне Абрамовой, учителю еврейского языка и культуры. Пожалуйста, Вера Вячеславовна. Коллеги, спросите, пожалуйста. Здорово, Аламунья, здорово, Мадал, Вера Вячеславовна Абрамова. В 2008 году я окончила кафедру северной филологии. Заместитель министра хочет вам задать вопрос. Вы делаете очень важные сообщения. Можно сказать, переднего края. Пожалуйста, ответьте, пожалуйста. Коллеги, спасибо большое. Можно нам да. Скажите, пожалуйста, а сколько у вас родных языков? Не слышно. По скольки родным языкам вы ведете преподавание? Еще раз, пожалуйста, не слышно. Меня слышно, нет? Еще раз повторите, пожалуйста, вопрос. На скольких языках у вас ведется обучение? Обучение ведется на эвенпийском языке, на эвенском языке и юкагирском языке. Чукотский и Калганский эти изучают самостоятельно. Оснащение учебниками у вас достаточное, да, или есть какие-то проблемы? Но мы знаем, сейчас для начальной школы выпущены учебники по ФБОС, а для среднего и старшего звена учебников нет. Мы занимаемся по учебникам, коллеги, вы меня которые слышите, уже выпущены в 1900-х годах. Коллеги, например, вы меня слышите? По учебнику Надежды Яковлевны Булатовой, по учебнику Зинаиды Николаевны Пекуновой и наш учебник, который можно остановиться, пожалуйста? 2012 году, Слышно, нет? ВД Таткалберов. Брат, пожалуйста, остановись. Нас не слышат. Они потом слышат, да? Да, коллеги, вы нас слышите? Услышали, да? Да, да. Да, вот смотрите, вы назвали 3 языка. У вас учебники по всем 3 языкам в перечне разве есть? Учебников у нас нет. Ну, коллеги, вот смотрите, я же в самом начале попыталась сказать, да, самое главное, о чем я хочу сейчас услышать от вас, это проблемы. Безусловно, родные языки, родные литературы. Вы знаете, что Российская Федерация насколько богатая, да, культурами, и обладает огромным количеством народностей, которые тоже с удовольствием в своих школах преподают эти языки. Но у нас большая проблема, как раз самое главное, это учебно-методические комплексы, да, которые прошли верификацию в соответствии с законодательством. Поэтому мне бы все-таки хотелось услышать, я с удовольствием послушаю, как все хорошо, но хотелось бы услышать, какие проблемы все-таки есть. И вот мне кажется, надо, наверное, вам было начать с того, что ребята все-таки хотят изучать родные языки, родную литературу, родители хотят, я так поняла, но самой методической литературы, которая прошла верификацию в рамках законодательства, пока нету. Да. А какие еще проблемы вот вы видите? Потому что я так понимаю, что у вас такая заинтересованность есть личная в развитии, да, этого направления, поэтому было бы хорошо послушать ваше экспертное мнение, а какие проблемы-то есть. Вот вы как оцениваете ситуацию с изучением родных языков, родной литературы и перспективы вообще всего этого направления? Потому что вы правильно отметили, что у вас ребята потом возвращаются в школу, это очень хорошо, но на сколько процентов достаточно для того, чтобы все школы, которые нуждаются в таких педагогах, получили этих педагогов? Вот вы могли бы экспертное мнение все-таки высказать о проблематике?
Ну, вообще, я как руководитель считаю, что, в принципе, на одном языке действительно далеко не уйдешь. Да, проблема есть, проблема именно вот и в учебниках, и в словарях. Ну, вот это надо, конечно, постоянно продвигать. Постоянно. Вот это у нас было в докладе Клавдии Никитиевны, но почему-то Клавдия Никитиевна эту проблему не озвучила, хотя она у нас стоит именно на первом месте. Была бы хорошая оснащенность, были бы вот эти вот у нас полностью мы укомплектованы, возможно, была бы и заинтересованность больше и у детей, но несмотря на все это, дети все-таки продолжают поступать, как уже озвучила Антонина Моисеевна, у нас очень много студентов, которые обучаются и в Северо-Восточном федеральном университете, и в институте имени Герцена. Проблема есть. Вот одним словом мы хотим просто сказать это. У нас есть наработки. Мы готовы их предоставить, мы готовы их и дальше продвигать. Но я не знаю, в чем финансирование. Ну, коллеги, и вот нам сейчас важно, да, еще раз говорю, зафиксировать все проблемы. У нас есть рабочая группа как инструмент координации деятельности нескольких федеральных органов исполнительной власти. Министерство просвещения, Министерство образования, ФАДН, Министерство культуры мы даже добавили. То есть у нас Министерство Востокразвития, да, то есть мы, в принципе, собрали довольно большой пул федеральных органов власти, которые готовы сейчас прислушиваться к этой проблематике. Но нам же надо им чего-то высказывать, да, ну, если мы сейчас им расскажем, что у нас все хорошо, нас спросят, а что тогда, собственно говоря, хотите? Значит, поэтому, коллеги, я бы попросила, у нас есть наш секретарь рабочей группы Айгуль Разабековна на сегодня с нами, мы ее телефон, или как, электронную почту или что? Давайте мобильный телефон вам дадим, мы сейчас прям можем продиктовать вам, хотите? Давайте, записываем. Все записываем. Поскольку у нас есть учебники для начальной школы уже, мы, учителя, сами должны создавать учебники для среднего звена и для старшего звена. Мы сейчас начали предварительную подготовку. Уважаемые коллеги, одну минутку внимания. Пожалуйста, запишите все мой номер телефона мобильный. Жду от всех звонков, пожалуйста, с предложениями, все будем фиксировать. Диктую 8 963 790 7901. Пожалуйста, звоните. Спасибо. Спасибо. Ну, я как модератор хотел бы двигаться дальше. Да, у нас еще несколько выступающих есть, да. Пусть свои мысли скажут, потом у нас будет вопрос-ответ в таком ракурсе. Если мы сейчас только в нейринге остановимся, да, то у нас время это ограниченное, да, и поэтому мы не сможем всех услышать. И поэтому нужно сказать не просто там, у нас все такое хорошо, у нас какие-то достижения наших учеников и так далее. Это очень важно, но самое главное, нужно воспользоваться моментом, о котором я вчера при создании вот подобного совещания уже передавал через своих проректоров, чтобы вот такие моменты, можно сказать, не проблемы, и самое главное, от вас нужны не проблемы, а какие-то предложения для решения вот этих проблем. Да, самое главное вот это. И будут предложения, да, то уже на самом высоком уровне, чтобы вот эти проблемы решались. Это нужно не только вам, но и нам, как университету, который готовит кадры. Хорошо, спасибо за внимание. Мы благодарим делегацию, что действительно вот такая серьезная работа начинается. Хорошо, спасибо. Идем дальше. Я хочу предоставить слово учителю эвенского языка Улухан-Чистайской средней общеобразовательной школы имени Николая Савича Тарабукина Момского района Евдокии Викторовне Соловьевой. Пожалуйста. У нас ограничение где-то 4-5 минут, да, и нужно, чтобы говорили не несколько человек, да, а конкретно где, какие проблемы, какие предложения и так далее. Так, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие участники конференции. Улухан-Чистайская средняя общеобразовательная школа имени Николая Савича Тарабукина, зачинателя эвенской литературы. В нашей школе обучается всего 138 учащихся. В основном это дети эвенов. В нашей школе также дети учатся,
на базе оленеводческого стада КРО имени Ходя Харчи. Авенский язык у нас ведется с 1 по 11 классы, а также есть кружки, секции, ансамбли по направлению культуры эвенов, да, относятся. Дети наши стараются изучать язык, но со временем носителей эвенов старейшин наших становится все меньше и меньше, и язык наш теряется. Но несмотря на это мы не останавливаемся, изучаем свой родной язык, эвенский, сохраняем, возрождаем и пропагандируем его, да, чтобы наши дети, наше подрастающее поколение знали про свою культуру, про свои традиции, про свой уклад жизни, да. И мы хотели бы сказать, что у нас нету учебников в старших классах, это с 5 по 11 классы. Они у нас старые учебники, это, наверное, во всех школах, не только у нас. Но сейчас у нас, так как интернет хорошо работает, мы во всех кабинетах, то есть нам подключили интернеты, пользуемся интерактивными досками, а также ученикам вместо учебника, вот если у которых не хватает, пользуются планшетами, да, учебными планшетами. И надеемся, что мы с другими школами совместно будем работать, сотрудничать. А также, пользуясь случаем, мы хотели сказать, что в этом году Николаю Савичу Тарабукину исполняется 110 лет, и наша школа проводит республиканские конкурсы, конкурс стихотворений, песен, инсценировок на авенском языке. Школы активно принимают участие, уже заявки мы получаем, и итоги уже будут ознакомлены в декабре месяце. И в конце наши учащиеся прочитают вам стихотворение на авенском языке. Дигер бабу Тарабукина Наташа. Дегис класла хукуттан, качекердо хукуттелдо. Эрефнен в сентябрь, но книгов ангаптан. Школа дубиникер, книга буртанникар. Муте кунгалодипа. Дукрел, тангрел, хаваел. Школа дуб мут хоев халдеп. Хоев хаддини уталдеп. Школа дубиникер, книга буртанникар. Муте кунгалодипа. Дукрел, тангрел, хаваел. Муту одер хукусимгел. Муту кодер багдачимгел. Школа дубиникер, книга буртанникар. Муте кунгалодипа. Дукрел, тангрел, хаваел. Слово предоставляется директору школы Петровой Александре Павловне. Добрый день, дорогие участники конференции. Вкратце я обозначу основные проблемы, которые рассматриваются в нашей школе. Наша школа находится в месте компактного проживания эвенов, поэтому основное население оно заинтересовано в изучении родного языка. Образовательная политика школы она направлена на то, чтобы родные языки были включены в учебный план по требованиям федерального госстандарта. Поэтому со 2 класса мы изучаем эвенский язык в неделю 5 часов по 5 класс, и в старших классах там идет уменьшение. Проблема состоит в том, что с 5 класса не хватает учебников, и поэтому мы никак не можем отвечать требованиям госстандарта по обучению, по уровню компетенций, которые речевой, языковой и так далее, которые должны освоить наши дети.
Желание есть. Во внеурочной деятельности у нас рассматриваются такие новые формы работы, как театральная деятельность, риторика эвенского языка и так далее. Но этого не хватает, потому что методическая обеспеченность на сегодняшний день по эвенскому языку, она недостаточна. Не хватает рабочих тетрадей, не хватает звуковых приложений, как при обучении иностранному языку, например. Наша школа, она многоязычная. Мы изучаем эвенский язык, мы изучаем русский язык, мы изучаем якутский язык, а также английский язык. Полиязычная ситуация, и поэтому нужны новые подходы к обучению детей в таких условиях. Поэтому просим методическую, учебно-методическую помощь со стороны нашего руководства. Спасибо. Спасибо большое. Очень хорошее предложение. Сейчас возвращаемся в Нерюнгрийский район. И хочу предоставить слово директору средней общеобразовательной школы-интерната имени Лафира Макарин Васильевич, село Енгра, Оксаны Владимировне Поповой. Добрый день, дорогие участники круглого стола. Я расскажу про эту школу. Школа эта очень старая, с 1927 года. Как и у всех школ, которые изучают родные языки, у нас есть проблемы. Проблемы с выпуском учебников. Слышно, да? С 5 по 11 класс, естественно, нет пока что. Только наши учителя с этим работают. Кроме этого, у нас очень техническое оснащение очень слабое. Нам бы нужен лингофонный кабинет для изучения родного языка. На сегодня у нас в школе учатся 147 учеников, из них 28 учителей. Из 28 учителей это 5 учителей родного языка. В учебном плане у нас по 3 часа, 2 часа на родной язык и 1 час на родную литературу. Кроме этого, значит, неурочная деятельность тоже выделена, из неурочной деятельности часы тоже выделены на сохранение этого языка. Поэтому я очень хочу попросить вас, чтобы помогли с технической стороны, чтобы оснащение было именно лингофонный кабинет, потому что есть много детей, которые не владеют родным языком. Хотя мы живем в селе компактного проживания Эвенка. Жду вопросы. Спасибо. Переходим к следующему докладчику. Сообщение. Я хочу представить директору Тополинской средней общеобразовательной школы Тампонского района Марфе Афанасьевне Копыриной и руководителя кочевой школы Айлик при Тополинской СОЖ Евдокии Гаврилине Дягилевой. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола. Сохранение и развитие языков культуры коренных народов Северо-Востока Российской Федерации. Вас приветствует коллектив Тополинской школы Тампонского района нашей республики. Как вы знаете, что в прошлом году состоялось совещание с Владимиром Владимировичем Путиным, и мы видим, что наконец-то появились подвижки по решению, изучению, сохранению родного языка, и это очень отрадно. Конечно же, я хотела никак не могу обойти историю нашей родной школы. Начиная с 40-х годов, значит, наша школа явилась экспериментальной площадкой по сложным, значит, скажем, да, это предметом на родном языке. И, значит, под руководством Бориса Липмановича Крангаус и Веры Ивановны Цинцус. Они же считаются основоположниками, учеными-лингвистами как раз-таки эвенского и эвенкийского языков. Очень отрадно, что вот этот вот почин, который оставили эти великие ученые, передался нашим местным учителям, нашим авторам. Это творческая семейная пара Кеметиновых Василия Спиридоновича и Александры Давыдовны, Копыриной Татьяны Константиновны. И сегодня наша школа как раз-таки является одной из единственных школ, которая разработала вот такие вот, значит, учебники по литературе эвенского языка, начиная с 5 по 11 класс. Также, значит, букварь Копыриной Татьяны Константиновны совместно с Цинцус, ученой, значит, Верой Ивановной, и азбука. То есть, как бы наша школа является опорной. Но очень сегодня хотелось бы
пользуясь случаем, сказать, что эти учебники уже давно требуют переиздания, а также у нас уже имеется новый материал по грамматике эвенского языка, который бы явился бы самой достаточной базой для изучения эвенского языка на северо-востоке всей республики. Поэтому очень большая просьба сегодня, чтобы действительно в этом протоколе указали, нашли финансирование для издания и переиздания этих учебников. Со мной рядом сидит автор эвенского языка Александра Давыдовна Кимикинова, которая сегодня работает и уже сделала полностью, значит, отработала практическую, значит, работу по изданию грамматики на эвенском языке. Просто требуется финансирование. Мы об этом вопрос ставим каждый год перед правительственными комиссиями и так далее. Но вот сегодня я думаю, что дело пойдет наконец-то вперед. Да? Далее, что касается немножко школы. Да? В нашей школе обучается 155 учеников, детей, оленеводов. Основной, значит, отраслью нашего наследия села Тополино является оленеводство. Значит, каждый год в нашей школе, при нашей школе действует кочевая школа Айлик. Кочевая школа Айлик, в которой обучаются дети оленеводов. Эта школа практическая, она действует, начиная с апреля по октябрь месяц. Дети выезжают вместе со своими детьми в оленеводческие стада. Значит, обеспечивается полным комплектом учебно-методической, значит, деятельности. Также мы отбираем тьюторов, которые будут работать с нашими детьми. Ну, вкратце мы предоставили презентацию, не знаю, она у вас сейчас идет. Да? И таким же образом хотелось бы, значит, самое главное обосновать проблему. Мы являемся село компактного проживания коренного малочисленного народа севера Эвенов, и наше село отдаленное 300 километров от районного центра. Самое отдаленное село в нашем наследии. Дорожная инфраструктура составляет пятую категорию сложности. Интернет у нас вот, сегодня у нас просто хорошая погода, скажем так, чистое небо, да, и поэтому мы сегодня более или менее как-то с вами можем общаться. Но, в общем-то, у нас интернет, пропускная способность очень низкая. Так как мы являемся школой, и, значит, наш бюджет школы состоит из тарифа знания, который проходит через Ростелеком. И, значит, пропуская очень низкая пропускная способность. Хотелось бы, конечно, чтобы в будущем на это обратили внимание для отдаленных северных наследов, где как раз-таки есть и живет родной язык, чтобы интернет у нас был, значит, более или менее. И также в контексте, да, проблем, конечно же, это переиздание и издание, значит, учебников, учебной литературы, методической литературы для разных языков. И также мы видим задачу для федеральной власти, прежде всего, создание национальной образовательной среды, отдельной программы, как программа вот по ВГОС, как, например, успех каждого ребенка, как сегодня у нас есть, да, по всей федерации. Вот в таком же плане такая должна быть отдельная программа, в которой должны быть заложены определенные деньги. Для чего нужно сохранить и возрождать этнические, родовые поселения? Естественно, они будут нести за собой экономическое содержание, финансовые какие-то, да, значит, объемы. Но только когда мы будем возрождать село, когда мы вместе будем возрождать единый этнос, компактно, только тогда мы можем говорить в дальнейшем о сохранении родного языка. И я хотела немножко передать слово нашей уважаемой Александре Давыдовне, чтобы она вкратце сказала как раз-таки проблемные моменты, как учитель, практикующий учитель, создающий вот такие вот учебники. Александра Давыдовна, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, я являюсь автором с 80-х годов, когда, значит, начиналась политика возрождения родных языков. С того времени мы со своим
супругом Василием Спиридоновичем Кимикиновым интенсивно взялись за составление учебников. Вот нами вся литература овенская с 5 по 11 класс составлена и практикуются эти учебники в школах не только в Республике Саха, но и в школах в других областях проживания венов. Так, ну, одна проблема остается сейчас. Теперь наши учебники устарели, ждут они переиздания. Да? Так, переиздание. Так, но мы чуточку мы это проработали, как бы это, когда начался бум ФГОС, да, вот эти мы свои разработки хотим, значит, внести в новые учебники. Ну и грамматика, которая отсутствует в школах, обучение родным языком венского языка, так, отсутствует грамматики, то и у нас тоже, значит, апробируется составленные рукописи. Но издание, оно уже затормаживается, и мы очень хотим, чтобы эти учебники, то есть рукописи, как бы в каком-то таком, даже вот в таком виде брошюры, да, помочь издать. Ну, а затем, значит, это как и пойдет, как вот эти твердые обложки и вот хорошим внутренним содержанием. Спасибо. Ну, насчет методики овенского языка тоже могу сказать чуточку, да. Вот богатый опыт Берсенского университета, где там, значит, обучали нас, вот это, студентов, великие методисты овенского языка. Но хотелось бы, оно вернулось. Да, спасибо за внимание. Так, сейчас переходим к следующему докладчику. Мы переходим на юго-запад нашей республики. Я хочу представить слово директору Тянской средней образовательной школы имени Ивана Николаевича Кульбертинова Люблинского района Изольде Павловне Баишевой. Пожалуйста. Так, Люблинск есть на связи? Ну, давайте тогда чуть-чуть попозже, если подключатся, включимся, да, чтобы не ждать. Хочу представить слово директору среднеобразовательной школы номер 38 города Якутска с углубленным изучением отдельных предметов Виктории Валерьевне Ивановой. Пожалуйста, город Якутск. Добрый день, уважаемые коллеги! Приветствуем вас с 38-й школы города Якутска с углубленным изучением иностранных языков и языков народов Севера. Наша школа является с 2006 года ассоциированной школой ЮНЕСКО. Разрешите представить слово доценту Северо-Восточного федерального университета, научному руководителю и основателю нашей школы Изабелле Захаровне Борисовой. Здравствуйте, дорогие коллеги. И вот хотела бы сказать, как научный руководитель этой школы, что в данной школе большое внимание уделяется формированию многослойной идентичности, ее региональной, этнической и российской национальной составляющих. Об этом сегодня не говорили. Вот школа была экспериментальной площадкой Министерства образования Республики Саха-Якутия с проектом «Многоязычное и поликультурное развитие субъекта межкультурной коммуникации». В ходе этой работы была выработана концепция, в которой преподавание иностранных языков, северных языков народов Севера, якутского, русского, ведется в тесной взаимосвязи, что достигается в ходе единой воспитательной и учебной работы, интегрированного обучения по программе кружковой работы «Основы межкультурной коммуникации».
В школе северные языки, конечно, преподаются со дня его открытия с 2004 года. И языки преподавали и преподают выпускники кафедры северной филологии нашего университета. И я хотела бы предоставить слово Петровой Констанции Константиновне, которая в нашей школе работает с 2014 года. Пожалуйста. Добрый день. Я преподаю в школе 7-й год, учу венкийский язык с 1 по 11 класс. Используем учебно-методический комплект венкийского языка Фаины Матвеевны Лихановой для учащихся, не владеющих родным языком. Главной целью моей работы является сохранение и популяризация венкийского языка и культуры эвенка в современных условиях. Учитывая невладение языком учащихся и отсутствие языка в городе, основным методом является создание языковой среды. Уроки полностью с 1 класса ведутся только на венкийском языке. И если ребенок в 1 классе немного не понимает, то в 4 классе венкийскую речь учащийся воспринимает уже хорошо. За эти годы работы у нас немало результатов. Являемся неоднократными победителями муниципального этапа Олимпиады по венкийскому языку, активными участниками и победителями различных городских и республиканских конкурсов. В 2016 и в 2020 году заняли 2-е место в Международной Олимпиаде по языку и культуре эвенков России, Рычанов в Китае. Таким образом, считаю, что успешное сохранение языка зависит главным образом от деятельности педагога-носителя языка. Даже один педагог-носитель языка способен научить детей родному языку и забытым их родителей. И если говорить о проблемах, то так же, как у всех, проблемы с учебниками для учащихся с 5 по 11 класс. И есть, например, вот такой учебник с 1 по, например, начальный класс, да, Фаины Матвеевны Лихановой, они уже вошли в перечень, да, получается. А с 5 по 11 класс мы изучаем, например, по учебнику Зинаиды Николаевны Пекуновой, например, да. Тут уже, оказывается, перечень они не вошли, но мы их все равно пользуемся. Но данные учебники, они предназначены для владеющих. А в городе Якутске, конечно же, дети не владеющие. Я бы хотела еще добавить, что основной фишкой нашей школы является то, что мы преподаем культуру и культуру северных народов, сопоставление с другими аборигенными народами, да, и преподаем это нашим якутским русским детям, которые обучаются в нашей школе. То есть мы ближайших соседей изучаем культуру, да, и популяризируем ее. Бывает так, что мы не знаем культуру близлежащих, близ соседствующих народов, да, а учим совершенно другие далекие народы. И поэтому вот наша фишка заключается и в этом. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Очень хорошее сообщение. Я хотел бы Алекма подключилась, нет? Алекма нет. Ну, тогда, видимо, там проблемы. Так, сейчас один из самых дальних наших районов, который подключается, я хочу представить слово учителю эвенского языка и литературы Березовской национальной образовательной школы Евгения Ильича Заманова. Перекалмысский район. Здравствуйте, дорогие участники круглого стола. Меня зовут Заманова Евгения. Послушаем Березовскую школу, потом вернемся к Алекминскому. Пожалуйста, Березовская школа. Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола. Меня зовут Заманова Евгения Ильинична. Закончила обучение в Северо-филологическом университете в 2011 году. Преподаю родной язык и литературу уже 12 лет в Березовской национальной средней общеобразовательной школе имени Василия Афанасьевича Роббика. Родной язык и литературу в нашей школе изучают с 1 по 11 класс. Сегодня обучаются у нас 72 обучающихся. Основную работу ведем по проекту «Этнопарк Мировена». Цель проекта у нас создание условий для формирования организации этнокультурного образовательного пространства, обеспечивающего развитие позитивной этнической идентичности. Так, что насчет проблем у нас, да, как и во всех школах, у нас тоже отсутствуют учебники. Ну, мы выходим из положения, у нас есть в кабинете эвенского языка это планшеты, также интерактивная доска. Мы успешно всем этим пользуемся.
ну, благо у нас есть интернет, доступ к интернету, и мы как-то выходим из ситуации. Создаем как бы электронные наглядные материалы для ребят взамен отсутствующих учебников, да, ориентируясь, конечно же, на методички. Так, что еще бы я хотела сказать, что наши дети ежегодно занимают призовые места в муниципальном уровне Всероссийской олимпиады школьников, также в республиканской. Также мы принимаем участие в других конкурсах, проводимые в школах, да, где преподают аванский язык. Но как учитель родного языка, у меня не раз возникала проблема, это когда у нас дети хотели участвовать в республиканских конкурсах, да, и в республиканских олимпиадах. Например, республиканская олимпиада, которая проводится в Северо-филологическом университете, где дети должны как бы очно присутствовать, а из-за отдаленности нашей школы наши дети не могут как бы попасть туда. Пройдя первый этап, мы как бы не можем принять участие во втором этапе этого конкурса, то есть этой олимпиады. Вот в связи с этим у меня вот такая, допустим, просьба. Может быть, Северо-Восточный федеральный университет могут провести дистанционную республиканскую олимпиаду, то есть у нас возникали такие проблемы. Может, сейчас у них уже есть изменения, я, возможно, не в курсе этого. Спасибо за внимание. Я закончила. Если есть вопросы, задавайте. Спасибо большое. Ну, сейчас перейдем к Колыменскому району. Надеюсь, сейчас связь наладится. Пожалуйста. Изольда Павловна. Здравствуйте, уважаемая Екатерина Андреевна, участники и гости круглого стола. Вас приветствует Тянская средняя школа имени Ивана Николаевича Кульбертинова Алекминского района Республики Саха-Якутия. Наше село относится к труднодоступной и отдаленной местности. В нем проживают эвенки. Школа средняя. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. Также по желанию жителей села, в частности родителей, в школе преподается и изучается родной эвенкийский язык. Также в обязательной части учебного плана в начальных классах эвенкийский язык преподается 2 часа в неделю. С 5 по 9 класс 3 часа в неделю и в 10-11 классах по 2 часа. В настоящее время учителями эвенкийского языка успешно работают выпускницы Северо-Восточного федерального университета. Их воспитанники являются постоянными победителями и призерами республиканских и региональных олимпиад по эвенкийскому языку. Если говорить по проблемам касательно языка, то, конечно, не хватает учебника, как и везде. Есть учебные пособия с 1 по 3 класс Фаины Матвеевны Лихановой 2017 года выпуска. Так, не хватает учебников с 4 по 9 класс. Учимся по старым учебникам 94-97 года выпуска Зинаиды Николаевны Пекуновой. Так, и в 10-11 классах учителя учат по авторским программам. То есть не хватает учебников. Значит, и еще если касательно проблем, то у нас, мы находимся очень далеко от центра, и хотелось бы, чтобы интернет у нас был с более хорошим тарифом, хорошим трафиком, так как у нас по смете выделяется в месяц всего 9 тысяч рублей, и в день у нас 1 гигабайт только. Во время дистанционного обучения это очень мало. И вот мы просим обратить на эту проблему ваше внимание. Так, это про проблему языка. Также хотелось бы остановиться о том, что в нашей школе функционирует республиканская инновационная площадка Антылбун Хакталин по тропе предков. Так, в рамках этого проекта изучаются обряды, заповеди, фольклор эвенков, проводятся мастер-классы с привлечением старейшин, жителей села. Так, мальчики учатся изготавливать охотничьи лыжи, оленьи нарты, девочки знакомятся с культурой эвенкийской кухней, учатся шить национальную одежду. Также работает лаборатория эвенкийского языка, дети составляют словари, азбуки, сборники стихов, занимаются научно-исследовательской работой по этнографии эвенков.
Наши дети лауреаты и призеры многих очных и заочных мероприятий. Работает этнографический кружок «Голубон», секция по национальным видам спорта. И педагогический коллектив создает необходимые условия для сохранения национального наследия. И мы на практике убедились, что народная педагогика – это мощный источник воспитания нравственности, да, духовного мира ребенка, трудолюбия и стремления к здоровому образу жизни. Об этом свидетельствует стопроцентная поступаемость наших выпускников в вузы и СУЗы страны и республики, стопроцентная сдача государственных единых государственных экзаменов за последние 10 лет и отсутствие состоящих на учете ПДН и КДН. Ну вот, на этом все у меня. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Слышно, да? Да, слышно. Спасибо большое тем, кто делал такие важные сообщения. Но мы, независимо от министерства, да, очень быстро постарались связаться с нашими выпускниками. Можно сказать, сделали большой экскурс по всей республике. Ну, все три часовых пояса, юг, север, запад, восток полностью были охвачены. Да, и от Якутска некоторые были и за 1000 километров, а если взять разную школу, то между ними это даже более 2000 километров было. Да, вот такие расстояния. И разные условия, даже вы прекрасно видели разное количество интернета и так далее. Да? Но сейчас я хотел бы свободный микрофон Ксении Андреевне дать, да, или вопросы давать, да, или оттуда по прямой кто-нибудь задаст вопрос заместителю министра. Да? Ну, уважайте время заместителя министра, да, тут время ограниченное, да, и если есть вопросы, можно задать, а потом, после того, как мы уйдем с этого совещания, по-другому Михаила Прокопьевича Федорова, да, вот в правом верхнем углу, да, это проректор, который курирует наши школы, да, связи, который курирует, ну вот было сказано, Северо-Восточный образовательный округ, где более 100 школ связаны, да, и мы их курируем. И под руководством директора института Георгия Григорьевича Таратоева совещание дальше продолжится, да, Георгий Григорьевич сказал, вопросов достаточно много, да, и нужно воспользоваться моментом, чтобы еще обсудить некоторые вопросы. Пожалуйста. Коллеги, у меня вопрос. Вы сейчас услышали, что действительно есть проблема с учебниками, но это такая, скажем, известная проблема. А вот с точки зрения вопросов повышения квалификации педагогов родных языков, родной литературы, вот как вы оцениваете ситуацию, есть ли в этом направлении какая-то проблема? Кто-то может прокомментировать? Есть проблема? Включить, а? У нас есть такие предложения. Слышно? Я знаю учителей Амурской области, учителей Красноярского края, Республики Саха-Якутия. И вижу, что некоторые учителя языком хорошо не владеют. Я бы хотела внести предложение для университета ЛГФ имени Кой, института имени Герцена и СФУ, чтобы поднять качество языковой подготовки, найти в учебном плане их часы для усиления языковой подготовки. Надо выпускать учителей, которые владеют языком. Получается так, что ваши выпускники не идут в школы. Далее, в этих же вузах усилить методическую подготовку. Хорошо преподавать методику преподавания родных языков, чтобы они приходили в школу готовые преподавать родные языки. В учебных планах их пересмотреть и внести региональный компонент, погружать в свою культуру, усилить воспитательную работу, привлечь институты, которые у них находятся. Например, в Санкт-Петербурге есть институт Арктики, крупные музеи, создавать дополнительные студии. И хотелось бы, чтобы они практику проходили в тех школах, где места компактного проживания, где есть язык. Ну и
Самое главное, чтобы учителя, которые приходят в школы, чтобы они владели языком. Потому что я знаю школы в Амурской области, например, я не буду называть эти школы, там есть преподаватели, которые преподают эвенкийский язык, а язык они не знают. Вот такие Спасибо предложения. большое. Мы вот завтра будем как раз с Герцена общаться на эту тему. Они тоже, вы знаете, этот вопрос ставят по качеству своей собственной работы, да, возникают. У них тоже вопросы. Они сейчас проводят анализ внутренний, насколько они качественно готовят педагогов. А насколько сейчас активно работает с вами ассоциация учителей родных языков? Здесь есть какая-то проблема или вы считаете, активная работа? У нас в Республике Саха есть ассоциация учителей родных языков, в частности, учителей венгерского языка. Но в связи с тем, что сейчас пандемия, мы не можем собираться. А так мы уже намечали курсы подготовки учителей венгерского языка. Намечали. У нас есть ассоциация российская, Феня Матвеевна. Ну, мы ее уже давно сейчас не видели. Наверное, тоже у нее готовятся курсы повышения. Было бы хорошо провести на базе Института народов Севера курсы повышения квалификации, конкретные, нацеленные на методику преподавания родных языков. Я поняла, но вопрос вот такой у меня все-таки. Смотрите, у вас есть, вы говорите, ассоциация внутри Якутии, а страновая ассоциация, она насколько сейчас вот активная? Какая ассоциация? Россия внутри страны есть, а у нас... В этом году было совещание в селе Енгра. Приезжал председатель ассоциации Багин Александр Варламов. Они начали с Марией Петровной Дьяконовой работу с учителями эвенкийского языка. Но опять же, видите, в связи с пандемией я поняла. Но мне тогда кажется, было бы весьма важным провести нам какой-нибудь ВКС, да, по как раз педагогами, послушать их позиции по языкам. Я вот вас прошу, вы записали телефон нашей Айкуты? Насчет учебников я еще хочу сказать. У нас есть преподаватель эвенкийского языка Берилкуева, кандидат наук. Она сейчас начала продавать учебник 5 класса, но все упирается в финансирование. Значит, смотрите, по учебникам я поняла, да, эта проблема очевидна, значит, мы ее с вами вместе. Значит, меня сейчас интересует вопрос качества педагогов, то, что вы сказали, возможности повышения квалификации качественной. Я вас прошу вот на телефон... Можно, да, ответить на этот вопрос? Можно? Школа номер 38 в городе Якутск. Петрова Констанция Константиновна, учитель венгерского языка. Когда я заканчивала университет в 2010 году, мы практику проходили, например, здесь, в городе, в русскоязычной школе. То есть, получается, в университете, я не знаю, раньше, по-моему, проходили практику студенты, например, выпускники в отдаленных селениях, да, получается, именно практика эвенкийского языка. Я, например, практику не проходила именно как учитель эвенкийского языка. Я, например, проходила практику как учитель русского языка. Я думаю, что тут тоже необходимо именно студентов направлять именно к компактным местам проживания, например, где эвенкийские учителя, эвенки живут, да, получается. Ну и тем не менее еще есть, конечно, нехватка, например, повышения квалификации, например, да. Вот это тоже отсутствует, например. Спасибо. Вот Спасибо. Екатерина Андреевна хотела сказать, вот, пожалуйста, Сфера, нам нужно дослушать до конца, чтобы, конечно, проблемы интернета есть, надо Сфера дослушать, а потом уже говорить. Ну, тут я, что ли, должен вот это вот руководить, кто будет говорить, и это не совсем хорошо. Пожалуйста, слушаем друг друга, еще есть время. Коллеги, вот можно вернуться на связь нам, представители школы Нирингри? Да, только что были вот коллеги, директор вместе с... Мы слышим? Пожалуйста, Город Нирингри.
Да, добрый день еще раз. Мы бы хотели вас спросить, чтобы вы связались со мной в обязательном порядке по номеру телефона, который я оставила всем. Давайте проговорим возможность более такого детального проведения, более узкого ВКС со всеми вами. Обсудим все эти возможности, обсудим программу и все эти проблемы выведем на более тщательную проработку. Можно с вами связаться будет? Я жду от вас звонка. Хорошо. Коллеги, спасибо. Жду от вас обязательно. Спасибо. Ну, еще можно пару вопросов, да, потом у нас уже время, можно сказать, поджимает. Так. Да еще один-два вопроса и все. А потом дальше уже, Михаил Прокопьевич, все бразды правления вам. Ну, раз вопросов нет, всем спасибо. Никто не уходит, да, Михаил Прокопьевич, пожалуйста. Да. Дальше работаем. Да, мы, если какие вопросы будут, вам это передадим. В оперативном порядке передадим. Если какие вопросы будут. Так. Ну, добрый день еще раз. Ну, наверное, вот те, которые, кто хотел сказать, спросить. Вот. Мне вот показалось, Варвара Григорьевна здесь. Да, И слышно, она да, меня? хотела сказать. Ага. Добрый день. Слышно? Да, слышно. Добрый день, дорогие друзья. Варвара Дорогие Григорьевна друзья, Белолюбская, так, у меня вот такие два предложения коротких. Мы говорим об учебниках, учебных пособиях и знаем, что начиная с 40-х годов по 79-й год учебники и пособия не были выпущены по тем временам, но началось после 80-х годов прошлого столетия. И у меня такое предложение будет. Раньше централизованно учебники, учебные пособия, словари на языках народов Севера выпускало издательство «Просвещение» города Ленинграда, Санкт-Петербурга. Мое предложение будет такое. Нужно, видимо, восстановить вот это издательство централизованное и выделить и финансирование значит, от правительства Российской Федерации. И тогда централизованная будет, видимо, курироваться. Второе предложение. Раньше вопросами методики преподавания родных языков занимался Институт повышения квалификации учителей Российской Федерации в Москве, который был закрыт. И мое предложение восстановить вот этот институт. Не мешаем. Микрофоны. Микрофоны. Так, ну, спасибо большое. Варвара Григорьевна. Ой-ой-ой, что у меня вот падает. Так. Так, Варвара Григорьевна закончила. Так, еще кто хочет предложение высказать? Гаврий Григорьевич, вы предложение фиксируете, да? Так, сейчас Антонина Афанасьевна вроде бы вышла, да? Да. Так, тогда... Дальше да, фиксируйте. Вот фиксирую. Варвара Григорьевна два предложения было. Это финансирование от правительства Российской Федерации непосредственно издательство «Просвещение» так, по выпуску ну, учебных пособий и так далее, да? И второе предложение я не понял, вот не отключили микрофоны, и там школа Арктика тоже микрофон не отключила, школа Арктика. Там фонирует, поэтому не слышно. Так, у Варвары Григорьевны второе предложение какое было? Повышение квалификации по старой схеме. Повышение по схеме какого года это? Там у них было, по-моему, в Питере было у них институт повышения, который закрыли. Ну, в любом месте можно открывать. Просто именно по языкам нету, конкретно по разным языкам.
Понятно. В принципе, я думаю, что можно на базе нашего института провести курсы повышения квалификации. Да, это предложение тоже было. Ага. Так, Это возможно. Еще какое предложение, коллеги? Ну, Гаврий Григорьевич, вы тоже бразду правления как модератор возьмите, вот мы вдвоем. Ага. Так, мы сегодня заслушали хорошие выступления. Я рад за вас, дорогие коллеги. Я думаю, что федеральный центр услышал нас и хочет что-то сделать в сохранении языков. У них есть такое желание, это чувствуют. Даже вот нам дают свои мобильные номера своих мобильных телефонов, чтобы мы очень оперативно с ними связались и предложения свои отправили. Это очень, я думаю, положительная, можно сказать, положительная сторона. Да, шаг вперед, это со стороны центра. Надо этим воспользоваться. Так, поэтому я всех призываю вот, звонить по номеру. Айгуль же, да, ее зовут? Так, посмотрим. Да. Чинбаева Айгуль Розабековна, она начальник отдела профилактики, коррупции, работы с руководителями подведомственных организаций, Департамента государственной службы, кадров и сети подведомственных организаций Минпросвещения РФ. Так, поэтому мы должны в эти 2 дня предоставить ей свои предложения. Так, и у меня есть свое предложение, да, чтобы мы впредь очень тесно работали. Это я имею в виду Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ, где я работаю директором. И хотел бы, чтобы школы вышли на нас, и мы могли бы заключить соглашение о сотрудничестве. Пожалуйста, это у себя отметьте. И будем с вами тесно работать. Пожалуйста, отправляйте свои замечания, и мы будем по ходу своей работы это все устранять. И я хочу заранее сказать вам спасибо за участие в данном мероприятии. Мы всем вам разошлем сертификаты участников, только в электронной форме, то есть без указания ФИО, наверное, и вы сами там напишите свои фамилию, имя, отчество. Мы подпишем, печать поставим, и это, наверное, вам пригодится в аттестации. Ага. Да. Каталинская школа. У нас составляется протокол, я думаю, да? Можно в этот протокол? Записывается у нас. Весь разговор у нас записывается. Поэтому давайте свободно. Да, система, платформа записывает. Ага. Гаврий Григорьевич, можно предложение? Тополинская хочет что-то сказать. Да, школам надо предложение. Вы с ЛФУ сами предложение скажете. С ЛФУ останавливаем. Кочевая школа. Тополинская кочевая школа, значит, да? Мы по мобильной компактной установки высокоскоростного интернета в условиях Киева. До этого нам предоставляли, значит, оборудование, но оно было очень громоздким, с тарелкой, и то есть это невозможно просто вести, и кочевать с этим оборудованием, да. И вот мы хотели предоставить, чтобы как-то продумали этот момент
снабжение, обеспечение кочевых школ вот такими мобильными, значит, установками, как вот у геологов. У них есть же вот такие моменты. Открыли, тут же с интернетом связали, там и мобильная сотовая связь идет, значит, спутниковая и так далее. То есть эти школы, я думаю, не только наши, многие школы северо-востока всей нашей федерации. Конечно. В этом определенном... Спасибо. Да, это очень понятно. Вот, у нас вот Жозиков Анатолий Васильевич, вот, доктор педагогических наук, у него есть проект передвижная вот установка для предоставления услуг интернета широкополосного для вот кочевых школ, ну вообще для всех там, кто. У него есть вот прицепка трактора и передвигается с мотором там, и так далее. Но это пока инвестора нет на этот проект. Инвестора нет. Просто надо озвучить, поищут инвесторов. Да. Так, еще вопросы есть, предложения конкретные? Можно Иенгра это? Да, конечно, Иенгра. Я хотела спросить, вот маленькие сельские школы, где очень мало детей, вот, например, у нас 147 учеников, а вообще школа на 288. И поэтому содержать эту школу очень тяжело в финансовом отношении, да? Школа большая, трехэтажная, плюс еще интернат. И как бы финансирование небольшое в связи с тем, что детей мало. Как быть? Этот вопрос, конечно, все знают. И этот, ну, вообще не только у вас, а у нас в сельских школах вот, по количеству обучающихся, конечно, проблемы. Вот. Сейчас демографическая яма вот идет. У нас и выпускников очень мало, да, школ. У нас поэтому и Северо-Восточный федеральный университет для поступления в университет тоже очень конкурс такой небольшой получается, ввиду того, что у нас мало выпускников. Поэтому вот этот вопрос стоит в том, что ну, министерство по своей линии решает, школы не закрываются, вот, не закрываются. Об этом Путин тоже недавно говорил, что это именно пытались сократить, но школы далеко друг от друга стояли, поэтому вот не надо закрывать и так далее. У него фраза была вот в этом плане. Поэтому школы будут работать. У вас 147, это много же, 147 же, да? Иенгра, у вас 147 детей? Ну, на сегодня 147. Вообще это как бы... Да, у вас много детей. Это получается очень мало. Да, по 60-70 детей в школах сейчас есть школы. И несмотря на это, министерство же содержит. Ну, содержит, да. Несмотря на это. Ладно, спасибо. Сделать, да? Объявление у нас есть. 38-я школа. Канадская 38-я школа. Вот у нас есть объявление, да, у нас создается ассоциация учителей эвенкийского языка. И на следующей неделе у нас будет презентация вот этого центра. Zoom, наверное, скорее всего. Да, установочная, как бы, да, семинар. И в нашей школе все-таки есть что-то сказать, потому что мы первые в городе начинали учить эти языки. У нас преподавались 3 языка. Юкагирский, эвенский, эвенкийский. Еще 90-е годы мы начинали, когда были школы иностранных языков. 2004 года у нас преподавались 3 языка. Но сейчас у нас остался только эвенкийский язык из-за того, что у нас часов совсем мало. Да? И учителей мы не можем взять. Раньше мы как-то по часовиками как-то обходились, а сейчас это невозможно, не получается. Да? И потом нам очень много, мы можем много сказать по поводу межкультурной коммуникации, да? Именно основы межкультурной коммуникации мы обучаем еще. Поняли, Изавелла Захаровна, поняли. Спасибо. Ну, я думаю, даже телефоны дали и так далее, и у кого есть предложение, можно сегодня же позвонить, понимаете? Потому что завтра, основное совещание завтра будет с 4. Сегодня это просто ВКС, и университет хотел
показать, что наши выпускники везде работают, мы стараемся обеспечивать кадрами и так далее. Проблемы есть, но вот будем, как говорится, мне было видеть очень приятно своих коллег. Мои коллеги, вот все школы старались вот не подвести ни министерство свое образование, ни университет. Конечно, если бы одни проблемы без положительных этих, ВКС получился бы не такой, что, хотя, конечно, центр всегда проявляет готовность решать проблемы, но вы знаете, вот сколько лет мы ставим, но и решается, но потихоньку. Ну, может быть, сейчас вот дадут финансирование на издание учебников. Вот. То, что концентрировались на учебнике, это, я думаю, правильно. Если этот вопрос решится, то это очень большое дело будет. Ну и, конечно, по интернету, там, по лимиту, по нормам и так далее, вопросы очень такие. И я вижу очень такие заинтересованные лица, глаза горят. Я вот, когда национальную концепцию школы внедряли, подумал, вот такие же учителя заинтересованные были, и очень было мне приятно на вас смотреть, молодцы. А по повышению квалификации и так далее, Гаврил Григорьевич, институт наш языков и культур Северо-Востока Российской Федерации, ну, работает и будет работать. Для этого у него все есть. Ну, можно ВКС проводить и так далее. Но если я ВКС на этом закрою, еще у кого-нибудь возражения есть? Предложения непосредственные. Михаил Прокопьевич, можно мне тоже? Наталья Васильевна Слитникова, коллега, пожалуйста. Здравствуйте все дорогие учителя и руководители отдаленных школ и наши партнеры. Я представляю сейчас федеральный институт, это филиал, теперь называется Института родных языков Российской Федерации. То есть сейчас эта тема нас очень интересует. Мы продвинули несколько проектов, это издание учебников в программу «Дети Арктики», Юкагирский, Долганский и Эницкий. Если есть, со следующего года также будут продвигаться другие языки по мере готовности. И вот про курсы для авторов учебников тут сказали, да, я знаю, что Санкт-Петербург проводит, но что-то у нас учебников от этого не прибавляется. Поэтому если ЦВФУ возьмется вместе, мы, конечно, готовы в этом деле содействовать. Потом у нас по электронным образовательным, вот бедные кочевники сказали, у нас планшеты есть, а внутри планшетов что у вас-то, ничего же нету местного, нашего, да, по языкам-то, сами что-то там сочиняете. Давайте вместе общими усилиями сделаем такой ревизию сделаем, что у нас у кого разработано. Не держать в столе своем, а озвучить, что это есть. Мы не знаем, что, например, у кого разработано. И, конечно, вот эти вот электронные пособия, надо, чтобы они проходили же экспертизу. Поэтому эту экспертизу пока никто не делает. Кроме как Эвенкийского у нас нет ни одного ОМКа в перечне. Поэтому, ну и последнее, вот хотелось бы, конечно, чтобы решили проблему с орфографией эвенского языка. Никто не упомянул, а на самом деле из-за этого не издаются и не разрабатываются в основном учебники. Эта проблема есть. И последнее предложение, которое хотелось бы записать, чтобы в протоколе было, это провести массовую переподготовку учителей начальных классов в местах традиционного проживания и в детских садах по родным языкам. Наш педколледж и наш университет не выпускает учителей начальных классов и дошкольников со знанием родного языка. Это очень печально, если и даже вот практикация проходит в русских школах. Поэтому вот этот вопрос, он российского масштаба, его нужно нам решить общими усилиями. Мы будем этот вопрос продвигать и просим вас тоже в этом участвовать. Спасибо всем, желаю успехов.
Рада вас видеть. И главное, что одели вот национальные костюмы, это хорошо. Но нужно, чтобы наши дети говорили. И учителя тоже, чтобы умели. А то у нас, как говорится, постепенно все сходит. Нет, но давайте не будем настраиваться на какое-то это. На все равно да? те, которые вот дети же стихотворение считают, очень хорошее стихотворение, вот именно осознанно, да. зная содержание, прочитала. Да, мы сейчас современные. И конечно, вот английский язык, другие иностранные с нуля же изучают люди, вот с нуля. Именно. Поэтому и языки малочисленных народов, нас незнание и так далее никогда это не останавливает. И с нуля можно выучить любой язык, в том числе и языки малочисленных народов. Правильно. Поэтому надо в ВУЗе и в педколледже это начать. Хорошо. Ну, коллеги, еще есть? Нет? Можно закрыть ВКС? Спасибо большое всем. Давайте все свои предложения сформулируйте и отправьте вот на тот номер. Адрес дадите? 8963 790 7901. Повторите. 8963 790 7901. Айгуль Розабековна Чинбаева. Вот она просила, чтобы мы ей сразу же... это Айгуль телефон. Да. Ваш может быть... Чтобы было все оперативно. Чтобы я не сидел тут, занимался формировкой ваших вопросов. У меня вот сейчас дел много. Антонина Панасовна тоже вот другой мероприятию готовится. Поэтому некому сейчас протокол составлять. А так вот запись будет. Мы эту запись выставим на канале YouTube. Предложение на телефон Дора Васильевна, она организацией ВКС занималась. Туда отправьте. Дора Васильевна Пахомова. Дора Васильевна, телефон. Вы, наверное, с ней связывались. Ага. Туда можно. Да, с ними связывала, наверное, что-то это. Телефон Дора Васильевна, можно так связаться. Ага. Так. Ну что, коллеги, еще есть у кого? Закрываем, да, ВКС? Разрешаете? Спасибо. Всем до свидания. Спасибо. Да, всем большое спасибо. Всем большое спасибо. Всем коллегам, всем красавицам, детям и так далее. Спасибо. Молодцы. До свидания. Молодцы. До свидания. До свидания. Рады были всех видеть. Михаил Прокопьевич, мы вас помним. Да. Слышите? Когда школу открывали. Вот вчера сказал. Что-то совсем похудел. Наш Михаил Прокопьевич вышел. Что будем делать? Звоните, Разнобай ко мне. Да. Вот сейчас все предложения соберем в кучу и туда.